Приемные кампании вуза обсуждаем прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость – ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин. Олег Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сильно ли повлиял коронавирус на приемную кампанию? В чем ее особенности в 2021 году? О том, как повлияла эпидемиологическая ситуация на приемную кампанию 2021 года, мы, наверное, узнаем ближе к осени, к началу учебного года. Но с точки зрения организации работы приемной кампании, что в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, что в других во всех вузах федеральных вузах Российской Федерации, безусловно, акцент сделан на таком электронном удаленном приеме документов. В этом году, так же как и в прошлом году, необходимости приносить оригиналы документов вместе со своими документами, оригиналы документов школьного образования, аттестатов, нет. Ребята смогут донести оригиналы документов в период учебного года, то есть тогда, когда начнут обучаться. Олег Александрович, с чего начать абитуриентам, которые хотят поступить в УГНТУ? Любое хорошее дело начинается с мечты, поэтому надо захотеть, пожелать. И тем абитуриентам, которые заканчивают школу именно в этом году, в нашем вузе действительно предусмотрен большой спектр, таких новаций, необычностей, если есть такое слово. Во-первых, существенным образом почти на 600 бюджетных мест увеличен план бюджетного приема. Это очень и очень много. А если вспомнить, что в прошлом году план приема был увеличен почти на 700 бюджетных мест, то мы понимаем, что за эти 2 года общее количество бюджетных мест в университет выросло более чем в 2 раза. Это очень важно. Второе важное новшество заключается в том, что Уфимский государственный нефтяной технический университет по таким распространенным видам единого государственного экзамена, как физика, химия, информатика, биология, общество, увеличил количество направлений подготовки и бюджетных мест, по которым осуществляется прием. Но кроме этого, с 2021 года мы еще дополнительно принимаем ЕГЭ по географии и по литературе. Это очень важно, особенно для тех ребят, которые выбирают географию и литературу. Поэтому даже с таким видом ЕГЭ впервые за всю историю университета можно попробовать к нам поступить. Также я хотел бы обратить внимание, что для тех ребят, мы, кстати, достаточно часто с этим сталкиваемся. Я почему сказал, надо захотеть, надо начать мечтать об этом, потому что ребята, и мы это очень ценим, кстати говоря, которые, настойчиво хотят поступить именно в наш университет, но по каким-либо причинам, часто бывает, что вместо профильной математики выбрали базовую математику. К сожалению, в небольших городах, в районах, не всегда четко делается на этом акцент, поэтому ребята приходят, неплохо сдают. Даже, кстати, по этому году уже есть обращения, мы уже видим такие случаи, неплохо сдают другие ЕГЭ, но с математикой ошиблись. И для таких ребят, в принципе, есть возможность поступления на так называемые короткие программы среднего профессионального обучения. У нас в ВУЗе их уже немало, 8 программ таких. Более того, благодаря поддержке Республиканского министерства науки и образования Республики Башкортостан выделено 50 бюджетных мест на 2 направления подготовки среднего профессионального обучения. На это тоже хотел бы обратить внимание. И, как обычно, УГНТУ, безусловно, является одним из лидеров Российской Федерации по качеству набора среди крупных технических вузов. Мы традиционно входим в 5-8 место занимаем каждый год, плюс-минус. Но с учетом увеличения количества бюджетных мест, я думаю, что мечта поступления в УГНТУ сбудется для большего, на бюджетную именно основу, сбудется для большего количества наших ребят. Что представляет из себя коммерческая программа обучения? Коммерческая программа представляет из себя ровно то же, что и представляет собой и платная, и бесплатная программа. Программы, они абсолютно идентичны. Требования к качеству выпускника абсолютно идентичны. Какого-то деления, что здесь платник, здесь бесплатник, никакого нет. Более того, поскольку поступление в УГНТУ идет не только на так называемые бюджетные места и платные места, осуществляется еще прием, это касается иностранцев, по так называемым квотам Федерального Миноборнауки и Министерства, Россотрудничества, Министерства иностранных дел. Мы и таких ребят обучаем, в принципе, они заходят вообще без экзаменов.
Также к нам поступает, наверное, знаете, что более 90% всех олимпиадников поступает в наш университет традиционно. В прошлом году их было более 30 таких ребят, которые просто сдали документы и никаких экзаменов вступительных не сдавали. Ну и есть также ребята, которые обучаются по направлениям целевого приема, целевого обучения от предприятий, от администрации городов, районов. Поэтому у нас достаточно разные ребята, разная, знаете, такая структура контингента разношерстная, но требования к качеству и результатам обучения для всех одинаковые. Олег Александрович, какую долю составляют студенты из иностранных государств? И вот если они смотрят сейчас наше интервью, то какие рекомендации вы можете дать им? Ребята, которые поступают... В прошлом году к нам поступило порядка 400 иностранных студентов. Это, наверное, не так много, если сравнивать с вузами-лидерами в стране, я имею, конечно, безусловно. И есть определенная, скажем так, инфраструктурная сложность. Дело в том, что мы лимитированы несколькими местами, которые можем предоставить для проживания в общежитиях. Хотя в этом году, спасибо нашим вузам и колледжам-партнерам, мы в этом году ожидаем приема порядка 1000 иностранных студентов, как раз связано с тем, что мы смогли найти возможность для их размещения просто. Что касается, грубо говоря, 1000 иностранцев, мы ожидаем в этом году прием порядка 6500 студентов суммарно, то есть, как мы понимаем, это 1/6 часть, то есть порядка 15% в структуре приема. В структуре контингента, то есть среди тех, кто уже обучается, почти 10%, там 8,7% иностранцев учатся. И в целом ребят из других субъектов и из других стран в УГНТУ, только если очников брать, потому что у нас есть еще вечерняя форма обучения заочно. Вот если брать только очников, а их почти 13 000 очников, то у нас 55 с небольшим процентов это те ребята, которые приехали из-за пределов Уфы и Республики Башкортостан. Олег Александрович, расскажите, пожалуйста, что дает диплом УГНТУ выпускнику? Какие перспективы открывает? Я, наверное, отвечу так же, как и все фанатично любящие свою работу ректоры. Он дает безграничные возможности. Я думаю, что это стандартный будет ответ любого ректора. Но если серьезно, то нам очень важно, чтобы ребенок, который поступает в УГНТУ, понимал по-настоящему широкие возможности, которые дает университет. Я могу сказать точно, что в России, я не говорю сейчас о Республике Башкортостан, я говорю о масштабе страны. В Российской Федерации нет другого такого вуза, который одновременно был бы опорным вузом Российской Федерации, стратегическим партнером компании «Роснефть», опорным вузом компании «Газпром», входил в такой закрытый, клуб вузов, который называется «Лига вузов компании «Газпромнефть», и является одновременно с этим совсем еще и опорным вузом компании «Сибур». Таких вузов просто больше в стране нет. Это означает, что у них обеспечено уже будет рабочее место? Это означает, что и места практики, и тематики всех их курсовых, дипломных работ будут определяться, есть еще такие так называемые кейсы, метод проектного обучения, который мы активно в ВУЗе используем. К проектной деятельности активно привлекаются работники компании. Более того, у нас в ВУЗе есть несколько корпоративных выпускающих кафедр. Перевожу на русский язык. Допустим, на горном нефтяном факультете у нас есть кафедра Роснефти, которая называется «Цифровые технологии в нефтегазодобыче». На факультете трубопроводного транспорта у нас есть кафедра «Газпром», которая называется «Гидрогазодинамики трубопроводных систем». И так далее, и так далее, и так далее. Выпускающих корпоративных кафедр и корпоративных групп у нас более 30. То есть максимально прикладной эффект от образования ровно то, что необходимо компании. Причем не так через 10 лет надо, а именно здесь и сейчас. Допустим, корпоративная группа «Башнефтьпереработка» каждый год существенным образом актуализирует свою учебную программу под те стратегические задачи, которые ставят. У них курирует эту программу, помимо кадрового департамента, еще департамент повышения операционной эффективности, и поэтому задача и содержание основной образовательной программы этой группы существенным образом меняется. И доход, соответственно, для выпускников. Конечно.
Глава Башкортостана Ратих Хабиров объявил о том, что выпускники школ, которые имеют 100 баллов по ЕГЭ, смогут получать грантовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. Как вы оцениваете такую инициативу? Да? И если коротко, пожалуйста, что вы можете сказать про материальную поддержку студентов УГНТУ? Ну, инициатива, безусловно, очень своевременно актуальна. Дело в том, что здесь же, понимаете, не попытка, ну, скажем так, купить высокобальника и там силой каким-то или там финансами его там оставить в Республике Башкортостан. Нет. По крайней мере, вот мы в своей программе по работе с одаренными студентами, у нас целая система поддержки есть студентов. Она, безусловно, касается и стипендиальной поддержки высокобальников, о которых говорили. Но у нас есть стипендия 100 тысяч за 100 баллов, у нас есть стипендия, причем в отличие от подавляющего большинства всех вузов Российской Федерации, олимпиадникам мы даем повышенные стипендии тоже до 100 тысяч рублей в месяц, в зависимости от уровня олимпиады. Но многие ребята получают именно 100 тысяч, причем не первый семестр, а весь учебный год. Почему мы это делаем? Кстати, кроме этого, прошу прощения, что список завершу, скажем так, да, повышенные стипендии получают ребята, которые набрали 250 баллов и больше, 270 баллов и больше. Вот. Они включаются в программу по работе с одаренными студентами, которая предполагает индивидуализацию образования. То есть, когда ребенок сам собирает свою индивидуальную, персональную траекторию образования. Вот он захотел пойти на двойную специальность, welcome, пожалуйста. Захотел выбирать себе преподавателя, тоже welcome, пожалуйста. Сократить на 1 год захотел себе период обучения, не 4 года учиться, а 3 года. Тоже никаких проблем с этим нет. Ну, если потянет, конечно, да. Ну, высокобальники, выпускники, кстати, колледжа, они, как правило, как раз этими возможностями пользуются. Захотел, вот я вспомнил сейчас случай, захотел получить рабочую специальность, вот я прям персонально вспомнил одного талантливого парня, он захотел не по профилю получить рабочее удостоверение, скажем, рабочую специальность, а захотел стать педагогом дополнительного образования. Мы из конкурса лидерских проектов, у нас в ВУЗе есть такой конкурс, студенческий конкурс лидерских проектов. Его поддержали, заявку, его инициативу, что вы понимали. Таких инициатив в университете поддерживается несколько сотен. И общая сумма финансирования только по этому неполному году, ну, грубо говоря, за полгода, уже направлено более 20 миллионов рублей на поддержку таких студенческих инициатив. Очень разного толка. Кто-то захотел, повторюсь, там, получить там корочку педагога до образования, кто-то захотел там купить расходные материалы, чтобы собрать стенды, приборы, устройства какие-то, или кто-то пришел и сказал, а мы их можно соберем такой оригинальный, там, я помню, теннисный стол, говорит, я хочу собрать, механики пришли, и мы подарим там, ну, в школу партнеров. Пожалуйста, им дали деньги, вот они там совместно это прям руками все делают. Вот, поэтому интересных таких задач в университете действительно немало. Спасибо большое, Олег Александрович, но мы всех отправим в приемную комиссию УГНТУ. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня нашим гостем был ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.